Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В этом году помимо всероссийской переписи населения на всей территории Российской Федерации будет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Для чего она проводится, какие хозяйства подлежат переписи, в какие сроки пройдет это важное мероприятие, мы узнаем у нашего гостя. Это начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Саха-Якутия-Стат Кыдана Егорова. Кыдана Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для чего проводится сельскохозяйственная микроперепись и в какие сроки намечено ее проведение в этом году? Да, сразу несколько крупных мероприятий статистического учета будут проведены в 2021 году. Это и перепись малого бизнеса, и сельскохозяйственная микроперепись. Основополагающим нормативным документом для проведения сельскохозяйственной микропереписи является федеральный закон 2005 года о всероссийской сельскохозяйственной переписи. В законе устанавливается, что сельскохозяйственная перепись, наряду с ним, периодичность которой составляет 10 лет, между ними будет проводиться сельскохозяйственная перепись через 5 лет после проведения основной переписи. Как мы знаем, основная перепись по сельскому хозяйству была проведена в 2016 году. И вот прошло 5 лет, и в этом году, в 2021 году, будем проводить сельскохозяйственную микроперепись. В августе прошлого года вышло постановление правительства Российской Федерации об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Российской Федерации, в котором установлен срок проведения микропереписи. Это с 1 августа по 30 августа 2021 года. Таким образом, микроперепись будет проводиться в этом году, и должны пройти юридические и физические лица, которые являются пользователями, собственниками, владельцами или арендаторами земельных участков, которые используются для производства сельскохозяйственной продукции или имеющие либо какое-либо сельскохозяйственное животное, поголовье сельскохозяйственных животных. Это значит сельхозорганизации, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства граждан, некоммерческие товарищества. Какие цели преследует сельскохозяйственная микроперепись? Проведение микропереписи позволит узнать, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве по регионам Российской Федерации и в целом. Также мы узнаем основные показатели сельского хозяйства по категориям сельхозпроизводителей. И также будут, конечно, на основе полученных данных приняты меры воздействия на развитие, на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме этого, будут актуализированы так называемая наша генеральная совокупность всех сельхозпроизводителей республики. Скажите, а каким образом будет проводиться эта микроперепись, и все ли сельхозтоваропроизводители будут охвачены, до каждого ли дойдут переписчики? В микропереписи сплошным методом или полностью будут переписаны сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Для сведения, в прошлую перепись 2016 года, в основную перепись, были переписаны порядка 620 сельскохозяйственных организаций республики, около 3000 крестьянских фермерских хозяйств и где-то 800 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. И в этом году эти категории хозяйств будут переписаны также сплошным методом. Полностью по ним будем проводить перепись. А что касается личных подсобных хозяйств населения, то по ним перепись будет проходить выборочным методом. Будут переписаны личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства населения только в сельских населенных пунктах, за исключением труднодоступных районов.
На сегодня известно уже, какие населенные пункты будут охвачены микропереписью, именно личные подсобные хозяйства населения, в каких районах это будет проведено? Да, мы уже со второго полугодия прошлого года уже занимаемся составлением списков объектов сельхозпереписи. И если учесть, что микроперепись будет проходить только в сельских населенных пунктах, за исключением труднодоступных, а в труднодоступные у нас относятся полностью 16 районов, это и северные, и арктические районы, а также населенные пункты в ряде других муниципальных районов, то перепись будет проходить в 18 муниципальных районах и в сельских населенных пунктах городского округа Якутск. Это, допустим, Хатасы, Тулагино-Кильдямский наслег, Марха и так далее. А кто будет эту перепись проводить? Будут ли наняты переписчики? И какие основные вопросы будут содержаться в переписных листах? Сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели будут проходить перепись, в общем, они будут переписываться самостоятельно заполнять переписные листы и нам сдавать уже в виде отчета или электронно, или на бумажных носителях. А что касается личных подсобных хозяйств, то там уже будем нанимать переписчиков, инструкторов уже с февраля месяца по тем районам, где будет проходить перепись личных подсобных хозяйств, будут работать уполномоченные по сельскохозяйственной микропереписи. А летом уже с 1 августа приступят к работе инструктора-переписчики. Они будут проходить обучение соответствующее, и, значит, будут переписывать. Насколько я знаю, в прошлую перепись переписчики ходили буквально каждому дачнику и огороднику в городах и поселках городского типа. В эту микроперепись переписывать будут только в сельских населенных пунктах. Получается, дачников эта микроперепись не затронет, переписывать их не будут. Да, в основную перепись действительно наши переписчики ходили и по дачным участкам, но в этот раз микроперепись по некоммерческим товариществам, это вот садоводческие, огороднические, дачные объединения, по ним перепись будет проходить в целом. То есть переписчики будут переписывать данный контингент только в целом, в целом, и перепись будет проводиться со слов председателя объединения или уполномоченного методом опроса. Будут только 3 вопроса. Это значит, сколько участков в объединении, какова общая площадь земли, выделенная для пользователей, в пользовании гражданам-членам, и сколько освоенных земельных участков, Расскажите, а как сейчас идет подготовка все-таки к этому масштабному событию? Да, сейчас вот уже идет работа по подготовке к проведению переписи. В ноябре месяце 2020 года вышло распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о подготовке и содействии в проведении сельскохозяйственной микропереписи на территории Республики Саха-Якутия. Этим же распоряжением создана республиканская комиссия во главе с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Михаилом Викторовичем Никифоровым. Также во всех муниципальных районах созданы комиссии и уже будут работать. И, значит, в настоящее время ведется работа по актуализации списков сельскохозяйственной переписи. В частности, идет актуализация списков граждан, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Для этого мы работаем вплотную с муниципальными образованиями республики, потому что на них возложено ведение и актуализация по хозяйственных книг, который является основным источником количества личных подсобных хозяйств, земельных участков наличия и наличия поголовья сельскохозяйственных животных. В районах и городах республики уже с февраля месяца будут, как я уже говорила, работать уполномоченные по переписи. И, значит, начнем уже проводить работу по сверке данных работающих
по количеству зарегистрированных и осуществляющих деятельность сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств. Также я хотела сказать, что в программе переписи населения, в программе в микропереписи 2021 года она разработана с учетом проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. И, значит, там будут вопросы по земельным ресурсам, это структура и использование сельскохозяйственных угодий для сельхозорганизаций, как освоено земельные участки в личных подсобных хозяйствах, потом поголовье сельскохозяйственных животных и посевные площади сельхозкультур. По поголовью сельхозживотных хотела бы отметить, что в микропереписи не будут учитываться поголовье оленей, так как вот в труднодоступных районах у нас перепись не будет проходить, а как раз вот в этих районах у нас и по России, и у нас сосредоточены поголовье оленей. Остальные животные будут все переписаны, сельскохозяйственные именно. Вот эта микроперепись будет продолжаться весь август. Скажите, а когда станут все-таки известны итоги микропереписи? Постановлением правительства Российской Федерации срок подведения итогов и официального опубликования итогов сельскохозяйственной микропереписи – это 4-й квартал 2022 года. Но уже в концу этого года будут подведены предварительные оперативные данные. Кадана Иннокентьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью», но предстоящей сельскохозяйственной микропереписи мы говорили сегодня с начальником отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Саха-Якутия-Стата Каданой Егоровой. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.